сегодняшний день Казанский вертолетный завод является уникальным предприятием. Первым делом – вертолеты. С самого раннего утра китайская делегация во главе с председателем парламента Ли Чжаньшу и в компании Фарида Мухаммедшина осматривала сборочные цеха Казанского вертолетного. У этого предприятия за все время сотрудничества Поднебесная закупила около 200 винтокрылых. Последний контракт – медицинские ансаты. Это универсальное оборудование. На эти рельсы мы можем ставить и медицинский модуль, и пассажирские сиденья. Ансаты гостям сегодня показали в деле. Это презентационный полет вертолета. От КВЗ к КФУ. В Казанском университете китайские гости прошлись по ленинским местам, побывали в аудитории и посидели за партой, где в 1887 году слушал лекции Владимир Ульянов-Ленин. Мы стали одноклассниками. Также гостю подарили копию прошения Ленина на поступление в Казанский вуз. Всего почерком, а здесь перевод на китайский язык. Интерес к Ленину вызван тем, что в Китае доминирует коммунистическая партия, в парламенте у нее большинство. Всего во Всекитайском собрании народных представителей почти 3000 депутатов. Как и в Татарстане, они избираются на 5 лет. На память в книге почетных гостей КФУ Ли Чжаньшу оставил надпись «Вуз – образец для подготовки кадров». Спасибо. Вам надо будет еще более активно заниматься сотрудничеством с вашими китайскими коллегами, китайскими вузами. Во второй половине дня у китайской делегации запланированы экскурсии в Казанский Кремль и Нацмузей, а вечером предстоят переговоры с Рустамом Миннихановым. Как ранее анонсировали, будут обсуждать расширение экономического сотрудничества. Сейчас товарооборот Татарстана и Китая перевалил за $500 миллиарда. Дмитрий Алинин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.